Чеченское общество в шоке от последних мерзких действий кадыровцев. Мы такое публичное, мерзкое явление и выходку видим первый раз. Это была реакция на материалы, которые были опубликованы в последнее время в интернете. Речь идет про материалы преступлений Путина и режима, который называют кадыровским. То есть факты и правда, что творилось и происходит сегодня на чеченской земле. А также реакция на активную работу людей, которые выявляют преступления этого режима. Хочу лишь подчеркнуть, что все это происходит в согласии руководства России, а именно Владимира Путина. Этими методами, которые неприемлемы для чеченского общества, они пытаются уничтожить чеченские корни. Я сказал про шок в чеченском обществе. В эти дни я общался с людьми, которые вынужденно покинули республику, а точнее разговаривал со старшими по возрасту. Люди увидели самую неприемлемую выходку в нормальном цивилизованном обществе, которая была показана Кадыровым и его окружением. Не следует мужчине оскорблять другого человека, будь он даже врагом. И не подобает мужчине строить из себя героя, спрятавшись за спину вооруженной банды. И тем более тот не мужчина, который упоминает в своей речи женщин, притом еще оскорбляя их. И не стоит называть себя мужчиной тому, кто пугает родственников того человека, с кем у него вражда. Именно такое мнение я услышал от тех людей, с кем общался в эти дни. И это мнение совпадает с моим. По поводу последнего мерзкого поведения марионетки Кремля. Даже после этого я не буду оскорблять его. Он и этого не стоит. Но ложь я буду выявлять в самой корректной форме. Мне позвонил человек, который охранял наш дом, где жил Аслан Масхадов, где жил также и я. Мы разговаривали с ним около часа. Человек позвонил мне из-за своего удивления, как я сказал ранее, мерзкого поведения Кадырова. И он спросил у меня, да как же так, как же это возможно? Ведь этот Кадыров не заходил во двор и тем более не заходил в твой дом. Как он может знать или вообще с тобой разговаривать в твоем доме, если он туда не заходил? Вот. Я и раньше говорил, Кадыров никогда не заходил в наш дом, и даже во двор. И тем более его высказывания — это его выдумки. Но после его мерзких высказываний я скажу одно. Такого человека опасно запускать в чей-либо дом, даже к себе в гости. Потому что он будет смотреть на мать, сестру, жену, на чью-то дочь. Это доказал его род и его высказывания, которые показывают и доказывают его больные фантазии. Эти высказывания не только предателя, но и самого подлого человека. А его мат и оскорбления — здесь виноваты его уровень и воспитание. Еще добавлю очень важный момент. Я слышал призывы к преступлениям и совершениям терактов на территории России, Европы и Сирии от Кадырова и некоторых лиц из его окружения. Вы ошиблись, это тоже не наш уровень. Мы против террора. Эти громкие слова кремлевских марионеток должны услышать власти других стран, а также Путин, который является хозяином этих халуев. И, конечно же, Генпрокуратура России. За такие слова в России простого человека посадили бы в тюрьму. И, я думаю, минимум на 8 лет. Все эти оговорки, громкие призывы, оскорбления — это на вашей совести. Но я сказал раньше и повторюсь, если это не дошло до серого вещества того существа, скажи это в лицо, сам лично. Легко строить из себя героя, встав за спину тысяч или десятки тысяч вооруженных людей. Вот этот факт дает оценку любым твоим словам и действиям. Алхамдулилlah, вся мощь и сила у Всевышнего Аллаха.